Это еще хорошо, что все обошлось, говорили сегодня в парламенте многие депутаты. А ведь могли или ранить, или убить. Сегодня разговор в Жогорку Кенеше начался с обсуждения инцидента на кыргызско-таджикской границе. О столкновениях, которые в последнее время участились, по которым уже давно нужно принимать решения и которые не дают покоя баткенцам, депутаты не только вспомнили, но и попросили вопросу границ посвятить не парламентский час, а целый день. Предлагаю в июне, до того, как мы уйдем в отпуск, объявить правительственный день, на котором будет заслушан отчет по вопросам границ. Если необходимо, этот вопрос заслушать надо за закрытыми дверями, так как в нем будут затронуты отношения стран. Нужно знать, каким селам дадут статус приграничных. Если не будем обращать внимание, то ситуация будет только усложняться. Нужно выяснить, какова ситуация сейчас с делимитацией и демаркацией границы. Нужно заслушать информацию межведомственной комиссии, которая работала по демаркации границы с Таджикистаном. Так как есть государство, есть глава государства. Так как есть народ, есть народные избранники. У парламентариев свой спикер. Есть комитет по защите безопасности. Но, уважаемые депутаты, согласитесь, это не единственный случай. На границе они происходят часто. Последний раз незаконно проникли пограничники Таджикистана и нарушили покой наших граждан. Почему, как только люди начинают напоминать о себе, работа по делимитации и демаркации начинается? Неужели, чтобы этот вопрос решился быстрее, нужны страдания людей? В том, что на этом участке возникают подобные конфликты, ответственность также несет и губернатор Баткенской области. Он уже 3 года там работает. Что он сделал по предотвращению стычек или проводил ли разъяснительную работу? Губернатор должен был разрешить ситуацию, не доводя до правительства. А если бы тогда кого-то убили или ранили, это еще хорошо обошлось. Вопрос границ стоит остро. На эту должность нужен человек авторитетный, с огнем в сердце, понимающий вопросы границ. Услышать отчет и посетить место события предложили парламентарии, чтобы узнать все из первых уст. Напомним, инцидент произошел в понедельник в Лейлехском районе Баткенской области на участке Махсат. 3 таджикистанских пограничников стали выгонять кыргызских граждан с территории футбольное поле, торговавших там ягодами и фруктами, хотя данный участок является спорным. К месту инцидента пришлось прибыть военным погранслужбы нашей страны, так как таджикистанские пограничники продолжали вести себя агрессивно. В итоге стычка переросла в драку, даже с применением оружия. В результате нарушившие линию поведения пограничники Таджикистана были задержаны представителями нашей погранслужбы. После переговоров переданы таджикистанской стороне. Конфликт не первый, но если не принять меры, будет не последним, сетовали сегодня депутаты. Кстати, произошедший случай обсудят в парламентской ассамблее Организации договора о коллективной безопасности. Как сегодня сообщила депутат Жогорку Кенеше Ирина Карамушкина, заседание состоится в Душанбе. Я обратилась и к нашим коллегам-депутатам таджикского парламента, и ко всей комиссии, что мы находимся все в одном коллективном договоре, коллективной безопасности, и у нас происходят вот эти происшествия, даже с трагическими случаями на границе. Как мы можем друг друга охранять и быть в безопасности, если у нас происходят вот эти мероприятия, в кавычках, на границах? И хочу отметить, что следующее заседание, комиссия услышала, парламентская ассамблея, и следующее заседание по данному вопросу будет поставлено на повестку и будет проходить в Душанбе. А по поводу парламентского дня, отметил Турага Жогорку Кенеше, решение будет озвучено в течение максимум 2 дней. На данный момент, отметил Дасан Жумабеков, кыргызско-таджикская граница под контролем. Работы разъяснительные продолжаются. Уважаемые депутаты, прозвучали предложения по ситуации в Баткенской области. Как мне известно, там и сегодня будут проводить встречи с населением. На следующей неделе парламент будет рассматривать отчет правительства. Кроме того, в июне запланированы 2 правительственных часа. Поэтому по данному вопросу, по регламенту, вначале должны рассмотреть предложения депутатов профильные комитеты Жогорку Кенеша и только потом внести на рассмотрение палаты. Отметим, протяженность рубежа между Кыргызстаном и Таджикистаном составляет почти 978 километров. Делимитировано чуть более половины – 580 километров. Только в Лейлехском и Баткенском районах насчитывается около 70 спорных участков. Эльнура Бекбасарова, Нурбек Капаров, НТС.